Инициатором встречи стал сам Сергей Назаров, который хотел напрямую от граждан услышать о волнующих их вопросах. Собрались на мероприятии жители сел Далаково и Кантышево, а также других населенных пунктов Назрановского района. В начале встречи заместитель министра экономического развития страны поделился с присутствующими хорошей новостью. Ингушетия вошла в число регионов, которые примут участие в пилотном проекте устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. По этой программе для населения будут установлены льготные тарифы, а оказываемые услуги станут более качественными. В рамках решения председателя правительства Российской Федерации есть 3 субъекта, по которым мы решили провести такой пилотный проект. Это улучшение вопросов водоснабжения. Значит, это Дагестан, это Осетия и Ингушетия. Эта проблема с водоснабжением, она, наверное, уже не один десяток лет. И с точки зрения всех процедур банкротства, это, собственно, бесконечный процесс, который, еще раз повторяю, многолетний. Соответственно, мы решили попытаться решить эту проблему. Граждане активно обсуждали жизнедеятельность сел и насущные проблемы, среди которых краеугольным стал вопрос водоснабжения. Сергей Назаров обратил внимание на острую ситуацию с оплатой коммунальных услуг в регионе. Участники встречи при этом заверили, что качество воды не удовлетворяет потребностям населения, что и стало одной из причин нежелания оплачивать счета. С людьми надо работать, с людьми надо разговаривать. Что за воду надо платить, но реальную цену. Насчет качества воды. Да, многие досидящие воду покупают с магазинов, питьевую, особенно для чая. Чтобы повысить культуру оплаты среди населения, замминистра предложил провести проверку качества воды как на скважине, так и в домах местных жителей. Это поможет выявить источники проблем и определить факторы, влияющие на водоснабжение. Давайте с Роспотребнадзором, значит, с представителями там общественности провести эти заборы воды, посмотреть, если там дополнительная требуется очистка, то давайте смотреть, каким образом решать эту проблему. Заместитель министра экономического развития не только ответил на озвученные вопросы и предложения, но и подробно объяснил, как формируются тарифы и почему важно своевременно оплачивать коммунальные услуги. Он также взял на себя обязательство решить проблемы, которые выходили за границы основной обсуждаемой темы. В завершение схода граждан Сергей Назаров анонсировал проведение аналогичной встречи в сентябре для обсуждения прогресса в решении озвученных вопросов. Мария Макеева, Сулейман Костоев, Магаз 24.